Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие дорожки пути вам откроются в ближайшее время. Предлагаю самостоятельно вам загадать в ближайшее время. Если тема интересна, настраивайтесь, загадайте на себя, назначьте свой срок, назовите свое имя, так и спросите, какие дорожки пути мне откроются, и свой срок называйте. Я думаю, все уже настроились. Давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, кто-то у меня прям на слоне. Слушайте, замечательно. Вот лучший подарок для предсказателя — увидеть такую замечательную добрую картинку. Человек верхом на слоне. Слон, правда, небольшой, но слон поднимает хобот вверх. Понимаете? Это же просто гениально. Смотрите, тут еще один слоненок у вас есть. Почему-то у вас слоны по левой стороне тут. Левая сторона, я уже объясняла, да, это возможное перспективное и то, что немножечко у нас, как скажем, за спиной, да, в тени находится. Правая — это то, что 100% приходит, а вот левая, как бы тут и ваша доля ответственности есть. Два слона. Один, вот, пожалуйста, вы верхом на нем, а второй слон, смотрите, как вот он стал, как это, поза зайка, по-моему, называется, да, на задние ножки он встал. И прям, смотрите, как трубит вверх. Замечательно. Так, ну что, слоны — это благополучие, слоны — это хорошее здоровье, слоны — это долгая, обеспеченная жизнь. Вы знаете, кому-то вот прям идет дорога в хорошее здоровье, в самочувствие, в благости. Возможно, вы решили все в своей жизни поменять. Выбрали себе правильные ориентиры. Ну, допустим, да, я выбираю себя, я выбираю свое личное счастье. Я буду жить для себя и в свое удовольствие. Пожалуйста, вот у вас появляется слон, который поднимает хобот вверх и говорит: ну все, пошли, садись. Садись, поехали в новую счастливую долгую жизнь. А у кого-то это бизнес. Бизнес, о котором вы думаете. Вы знаете, как беременность, вы вынашиваете ребеночка, да, вы вынашиваете идею своего бизнеса, и вы будете ее реализовать. Если, конечно же, не испугаетесь. Помех у вас нет. Вам никто не сможет помешать. Ни человек, ни закон, ни какие-то обстоятельства, там, высшие силы, чертята. Никто вам не помешает. Помешать можете только сами себе. Если побоитесь, если в себе засомневаетесь, вот тогда, конечно же, не получится. А вот если вы начнете, и если вы так ударненько поработаете, вы знаете, это действительно обеспечить и себя, и своих близких, и несколько поколений вперед. Понимаете, верхом на слоне, представляете? Это же как нужно так забраться, да? Это же какие усилия надо приложить. А у вас получится. У вас все получится. Вот высшие силы говорят: замечательный ты человек, и руки у тебя из правильного места, и голова у тебя светлая. Садись, едь. Путь тебе открыт. Не побоитесь — поедете. Побоитесь — останетесь там, где вы сейчас находитесь. Поэтому, мои хорошие, у кого такие идеи, кто вот прямо сейчас, вот здесь и сейчас сидит и сомневается, ни в коем случае не сомневайтесь. Кстати, может отыграться и кто-то из ваших близких. Может быть, например, да, ваш сын хотел бы бизнес открыть, либо ваш супруг, любимый человек. Поддержите, потому что вы вместе поедете на этом слоне. Здесь нужно этим заниматься и конкретно над этим работать, мои хорошие. Дальше. У меня здесь выходит человек, который что-то дает, предлагает.
Этот человек вам с левой стороны идет. То есть человек вам либо не близкий, либо незнакомый, либо неприятный, даже так может отыграться. Человек вам дает, и причем дает много. Ну вот прям как просит, да, ну только возьми у меня. Я вот готов, просто так, от души, там, от сердца, да, я хочу тебе помочь и дать. Значит, мои хорошие, с левой стороны, опять же таки, да, вы будете думать, брать, отказаться, согласиться, отклонить. Значит, здесь четко могу вам сказать, человек будет рассчитывать на взаимовыгодный обмен. То есть, если человек помогает вам, соответственно, он будет ждать вашей помощи. Если что-то делает для вас, ну, то же самое. И человек, знакомый, неприятный вам, возможно, придет на сделку и скажет: давай договоримся. Значит, я делаю так-то, так-то, а ты взамен то-то, то-то. Стоит ли вам соглашаться, стоит ли вам принимать такую помощь, стоит ли вам идти на такие переговоры, на такую сделку, конечно же, думайте, решайте сами. Я вижу, что в данной ситуации выигрываете в большей степени вы, но все равно вам тоже что-то придется сделать, ну, в ответку, да, взамен. Придется, мои хорошие, но делать вы будете гораздо меньше. Либо давать, либо делать, ну, либо с чем-то соглашаться, да, с какими-то условиями. Ну, я не могу сказать, что для вас это плохо. Наоборот, я вижу, что вам будет хорошо. Единственное, что если человек вам неприятен, тут, конечно, как у вас внутренняя вот эта борьба, да, борьба сама с собой. Надо, не надо, стоит, не стоит. То есть тут помежуетесь, причем так конкретно помежуетесь. Если мы говорим о незнакомых людях, кстати, вы легко идете на общение, тем более такой человек идет, в принципе, как честно, вот он все расскажет, все покажет, там, я не знаю, объяснит, если вам что-то непонятно. Очень, кстати, тактичный и терпеливый человек. Если мы говорим о малознакомом человеке, возможно, вы уже ждете от этого человека, возможно, вы, знаете, как смотрите на этого человека и думаете: вот бы этот человек на меня обратил внимание, да, и мне помог, там, подсказал, сделал, позвал, может быть, да, там, на работу, на какое-то мероприятие. Вот, да, у вас именно идет проблема с тем, кого вы знаете, кому плохо относитесь. Вот здесь, конечно, будете долго думать, сомневаться. Так, идем дальше. Вот у меня здесь два человека. Один другого, видите, как акробаты, да, на руках держит. Один держит, другой в стойке на руках стоит. Вы знаете, мои хорошие, не тому человеку вы оказали доверие. Вы очень рискуете, потому что тот, кто держит, это не вы. Мало того, тот, кто держит, вы видите, рыбий хвост, русалка, это, знаете, как тень на плетень, шуры-муры, что-то где-то там скажу, слово скажу, 10 скрою, да? В своих интересах человек действует. Вот кто-то сейчас, именно сейчас доверился, может быть, это подруга, может быть, это какой-то бизнес-партнер, может быть, даже в любви вы доверились не тому человеку. Человек крайне ненадежный. Вы сейчас вот как на волосиночке висите, как по лезвию ножа ходите. Если есть возможность переиграть эту ситуацию, если есть возможность подстраховаться, какой-то запасной вариант, либо заручиться поддержкой другого человека, пожалуйста, делайте. Сделайте здесь и сейчас. Здесь вам высшие силы показали, есть дорожка на то, чтобы спастись, либо выйти из очень сложной, скользкой, неприятной, концовочка может быть неприятной, да, вот из этой ситуации выйти. Поэтому кто сейчас доверился, кто вот прям сидит сейчас и думает: ой, это ж я, да, я доверилась, я вот жду от того человека, либо там человек сказал: не подведу. Срочно придумывайте себе запасной вариант. Запасной, страховка нужна обязательно. Вот в такой позиции, понимаете, стоять у кого-то на руках, да, ну, извините, это опасно. Высшие силы тут четко вас предупреждают. Так, идем дальше. Слон, который у меня стоит на задних лапах. Ну, маленький, да, у вас два маленьких слоника, ничего не поделаешь, но они есть. Смотрите, этот слон, он
обещает вам какую-то новую жизнь. Понимаете, этот слон связан с какой-то дорогой, конкретной дорогой, как поездка, переезд, иммиграция, просто путешествие. Да? Может быть, вы работу себе придумали, где вам нужно вот преодолевать какие-то очень долгие расстояния, да? Поехать из одного города в другой, купить товар, привезти обратно. Вот что-то вы придумали. Смотрите, пока перспективы кажутся минимальными. Да? Ну, вы думаете, там копеечки буду зарабатывать. Либо вот если перееду, ну, там больше потрачусь на весь этот переезд, там, на обустройство новой жизни, там, жилья, чем я, например, буду зарабатывать. Вы не правы. Ведь этот слон, он обязательно вырастет. Ну вот в реальной жизни, да, какие огромные они слоны. Массивные, огромные животные, сильные, мощные. Этот слон вырастет. Если вы сейчас взвешиваете в своих руках, как вам поступить, стоит заниматься, не стоит, ехать, не ехать, переезжать, оставаться, конечно же, выбирайте движение. Застоя в вашей жизни предостаточно. Застойное состояние в вашей жизни, ну, это где-то как норма практически. Так не должно быть. Вот этот слоненок, поверьте, он вас порадует. Есть возможность куда просто даже из дома выйти, есть возможность, выходите. Не сидите, не застаивайтесь, не засиживайтесь. Пусть и кровь циркулирует, и энергия у вас циркулирует. Пожалуйста, делайте. Делайте, поверьте, оно того стоит. Вот прям кто-то вот сидит и думает, вот ехать, не ехать. Прям чуть ли не на чемоданах сидите. Вот, и переживаете. Конечно же, ехать. Обязательно вам нужна эта дорога. Этот путь, вы знаете, он в вашей жизни, ну, вы можете себе туда куда-нибудь красную книжку завести, да, и записать именно эту ситуацию. Может быть, это крайний вариант, да, вам что-то в жизни поменять. Я понимаю, что это общая отсыпка, но я говорю конкретно тем, кто вот в голове держит эту мысль, а кто-то уже даже вот чемоданы пакует и все равно сомневается. Конечно же, едьте. Едьте и даже не думайте. Так, ну давайте теперь по правой стороне пойдем. В правой стороне. Здесь какие-то очень приятные знакомства вам выходят. Смотрите, вот по картинкам расскажу, да. Первое, это у нас мужчина. Мужчина похож на дурачка, да, в шапке скомороха. Ну, либо несерьезно себя ведет, ну, либо он такой весь артистичный, не знаю, там, хохмач, шутник. Такой достаточно активный человек. И за словом в карман не полезет. Достаточно юркий. Но вот не поймешь, да, шутит он или правду говорит, да, серьезно он говорит. Вот. А вас это будет смущать. Я так понимаю, что такие люди вас в принципе раздражают, да, потому что вы человек серьезный, а вы привыкли вот по делу. Лишнего вы не говорите, по делу говорите, серьезные темы обсуждаете. Да, вы любите юмор, но любите его дозированно, да, так что прям по жизни идти и смеяться, как дурачок, ну, это не ваш вариант. Вы таких людей вот как-то обходите. Вот. А вот именно такой человек вам в жизнь и идет. А вы знаете, это не просто так. Вас с этим человеком либо уже столкнули, либо столкнут в ближайшее время. Вот прямо на дороге и столкнут. Вот вы по какому-то делу пойдете, и там этот человек. А вы на работу пришли, а у вас новый сотрудник, коллега, либо там с командировкой приехал из другого, например, подразделения человек. Этот человек идет немножечко вас растормошить и разбавить вашу жизнь какой-то вот, ну, действительно, беззаботностью. Вот пристанет к вам этот человек, начнет вас крутить, вертеть, куда-то приглашать, куда-то звать. А вы знаете, а вы отказать не сможете. Вот и подружитесь с этим человеком, и время очень хорошо проведете. И какое-то прям неизгладимое влияние этот человек на вас окажет. На вас, на вашу жизнь, на ваше восприятие, на ваше настроение. Понимаете? Вот идет такая вот таблеточка, которая сможет вас расслабить. Вам это надо. Смешной, легкий человек. Знаете, вот вижу, что идет для дружбы, но кому-то из девочек отыграется, что еще и для страстной любви. Брака я здесь не вижу, потому что мы смотрим на ближайшее время. Кто знает, может быть, вы и замуж пойдете за этого человека. Мы загадывали на ближайшее, каждая из вас загадала ближайший срок. Вот идет знакомство, прямо врывается с правой стороны в вашу жизнь. Это польза. Для вас это полезное знакомство.
Человек несет вам позитив, поможет расслабиться, повеселит, рассмешит, как-то вот перенастроит вас. Вы как будто бы вот сейчас сидите очень хмурый человек, может быть, даже вот немного голова пульсирует, болит. Усталость прям с самого утра. Вы просыпаетесь, у вас усталость, никакого желания что-то делать. А дела аж кричат и пищат, да? А вы смотрите и думаете, ну вот не хватает мне сил. Не хватает. Этот человечек вас приведет в норму, причем в какие-то очень сжатые короткие сроки. Волшебная таблеточка идет к вам. Мои хорошие, у кого-то прямо и страсть пойдет. Страсть, причем такой страсти в вашей жизни давно не было. Умелый человек с душой. Он к этому делу относится с душой. Поэтому, кто пойдет на такой близкий контакт, я думаю, что вы не пожалеете, мои хорошие. Так. Еще знакомства. Но здесь больше как умные люди идут. Люди, которые обладают какими-то специфическими знаниями, узконаправленными знаниями. Люди профессионалы, большие умницы, лишнего не говорят, по делу, по факту, доступно все объясняют. Здесь вот почему-то мне показали сразу троих. Они либо чем-то связаны, либо они вот втроем какие-то вот особо там привилегированные люди, да, типа умные, умники, академики, специалисты. Вы с этими людьми вот на одном мосту стоите. То ли вы как-то тесно будете с ними общаться, с каждым в их сфере, либо вы попадете в такое окружение, компанию, может быть, а может быть, обучение у вас будет, где именно эти три человека сыграют ключевые роли в вашей жизни. Каждый по-своему. Но трое с правой стороны. То есть все они вам идут полезными, важными и нужными людьми. Вот так вот, мои хорошие. Так, здесь еще с правой стороны идет восстановление отношений с каким-то очень беззаботным, милым, но абсолютно ненадежным человеком. Может быть, это ваш родственник, может, это какой-то возлюбленный. Вы знаете, человек обладатель какой-то вредной привычки, либо какого-то пристрастия. Вот как себя контролировать не может. Вроде неплохой человек, а тут эта блажь в голову постучится, да, звоночек зазвенел, и все, и как подменили человека. А вы, возможно, долго не общаетесь, либо вы на этой почве с этим человеком перестали общаться. Знаете, вы не узнаете этого человека. Человек триумфально будет возвращаться в вашу жизнь. Мало того, что он вернется, так он еще вернется с какими-то потрясающими результатами. И вас к себе позовет. Не к вам он возвращается, там, не на вашу территорию, не за вашей помощью, а возвращается, вот смотри, какой я стал. Вот видишь, я там, например, бросил пить, да, либо я там завязал с какими-то азартными штуками, там, играми и прочее. Я взялся за голову, смотри, чего добился, да, вот мой автомобиль, вот он, мой банковский счет. Я вот пришел тебе это все показать. Я хочу тебя, например, отблагодарить за твое терпение, за то, что намучилась со мной. Девочки, я вижу, что у вас тут веселье прям идет с этим человеком. Но кто-то помирится, восстановится с бывшим, однозначно. И смотрите, как прям праздник у вас идет. У вас, кстати, еще как медовый месяц, да, романтическая какая-то поездка идет. Может быть, вместе на отдых съездите. Может быть, вот какое-то место очень такое романтично-поэтичное, либо место, где можно вот ни о чем не думать, да, вот как удовольствие только получать от отдыха. Он куда-то вас повезет, он за вами идет. Он за вами идет. Так, вышло окно, смотрите, прям в венце у нас выходит окно. Это про дом, это про дом. Знаете, кто-то из вас хотел сделать ремонт и не было возможности. Здесь возможность появится. Будут какие-то вложения средств от человека с левой стороны. То есть кто-то вам поможет либо сделать ремонт, либо кто-то проинвестирует в ваш ремонт. Да, пойдут денежки от какого-то человека. Ну, раз у нас красивое новое окно, значит и домик ваш будет красивым. Кто искал себе жилище, например, для аренды, либо вы, может быть, хотели приобрести. Может, в принципе, вы оказались в такой ситуации, что и жить вам негде. По этому окну
ваше жилище будет просто шикарное, прекрасное место, где вы сможете и жить, и отдыхать, и заниматься собой, строить планы на будущее. Место достаточно светлое, потому что окно у нас большое выходит. И мне очень нравится, что вот как на возвышении находится. То есть это как благость вам идет, именно то место жительства, либо тот ремонт, который вы произведете. Так что, мои хорошие, кто хотел, кто думал, скоро найдете. Ну и давайте я вам по центру еще расскажу. Мне очень нравится то, что я вижу. Здесь у меня женщина, которая много страдала, очень много переживала вот за личную жизнь. Какая-то тяжелая личная жизнь, либо полное отсутствие личной жизни, либо тяжелые отношения, очень тяжелые отношения с мужчиной. Вот как натерпелся человек. Кто-то многие годы страдал от одиночества, а кто-то вроде как вдвоем был, да, но страдал от того же одиночества, еще и от непонимания, и от обиды страдал человек. Знаете, мои хорошие, что я вам скажу? Вот кто страдал от одиночества? Одиночество ваше закончится. У вас тут такой человечек, прям как ангелочек идет. Похож на вас, может быть, история похожая, но вот гораздо тяжелее была. Человек не сломался, человек, наоборот, укрепился. На многие вещи стал смотреть попроще, не заморачивается по мелочам, живет, не одним днем, а живет в удовольствии. Он и вас этому научит. Очень хороший человек идет, причем он идет не один. Для тех, у кого очень были тяжелые отношения, мои милые, у вас выбор будет. У вас тут две дорожки открываются. Одна дорожка ваша личная, когда вы выбираете себя, идете по жизни с гордо поднятой головой. И вот знаете, как реализуетесь. Вы очень реализуетесь. Вот что хотели, то получите. Но есть одна загвоздка. Если вы пойдете одна, вам очень сложно будет найти пару. У вас, понимаете, как испуг получается от отношений. Вы мужикам априори не доверяете. Даже вот, святой вам попадется, вы все равно найдете к чему придраться. И, в принципе, имеете право. Да, то, что вы пережили, это как рефлекс, да, реакция такая уже у вас на мужчину идет. Здесь нужно будет либо с психологом позаниматься, либо над собой поработать, мои хорошие. И второй путь – это восстановление отношений с этим человеком, но на новых правилах. Вот у этого человека, кто вас мучил долгие годы, что-то будет происходить с ним, либо с теми, кто ему дорог. Например, семья, если есть семья. Что-то будет происходить такое вот прям на болото похожее, страшное такое вонючее болото, куда людей затягивает. Может быть какие-то болезни, могут быть какие-то проблемы с законом, с деньгами, я не знаю, что-то неприятное будет происходить. И этот человек станет абсолютно беззащитным, абсолютно, и он к вам потянется. Вот первый раз в жизни потянется к вам за помощью, за подсказкой. Некому больше пойти, абсолютно некому, никому не нужен, он это начнет понимать. Вот в тот момент начнет понимать. Вот. И у вас будет выбор. Либо простить, восстановиться, помогать. И тогда вы уже, как лидирующую роль занимаете. Там уже мужчина меняется раз и навсегда. Мужчина становится спокойным, покладистым. И, конечно же, без вас и шагу ступить не может. Второй вариант я уже вам описала. Да, когда вы идете в гордом одиночестве, добиваетесь всех своих целей, развиваетесь, становитесь крепко на ноги, обретаете свою независимость, но потом очень сложно будет найти себе партнера. Уж слишком вы будете сложные квесты для мужчин придумывать, проверяя их на порядочность. Поэтому, мои хорошие девочки, подумайте, что для вас будет приятнее, что для вас будет важнее. Я никого ни на что подталкивать не буду, потому что каждый человек хозяин своей судьбы, и каждый человек должен выбирать свой путь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.